Дорогие верующие, Всевышний Аллах говорит в своей книге: «Ба'да'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Инна кулля шай'ин халакнаху бикадар». Так, Аллах, Творец, Создатель всего сущего, Он создал все, соразмерил и предопределил. Или, как говорит Всевышний в другом аяте: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Он сотворил всякую вещь и придал ей соразмерную меру или предопределил ее. Он всемилостивый ко всем своим творениям, ко всему сущему на этой земле, в этом мире испытаний, ко всем, к верующим и неверующим. Опять же, как он говорит об этом в своей книге: «Куллун нумидду хауляи ва хауляи мин атаи раббика, ва ма кана атау раббика махзура». Каждого из тех и других мы наделяем дарами твоего Господа, и дары его не являются запрещенными. То есть он не ограничивает в причинах их обретения, в этих дарах, успехи в этом мире никого из своих творений. Они доступны каждому в соответствии с его усердием, стремлением и так далее. Но человек, предавшийся своим низменным страстям, остается всегда ненасытным, алчным, желающим больше денег, власти, господства, территорий, ресурсов, как это происходит сегодня и сейчас. И так далее, идя по наклонной вниз, как это описывает, в частности, Ибн Аль-Кайим, описывая суть грехов. Амаджия, сабаия, ширкия, мулькия. Идет по наклонной вниз. И так человечество, оно непрестанно борется, сражается друг с другом, проливает кровь друг друга, как это происходит сегодня, как это делает Россия сейчас, оправдывая свои намерения и так далее, формулируя в некую какую-то идеологию, денационализация, дефашизация, я уже запутался в этих словах, придавая им ореол святости, как это делает Путин, говорит, что в России управляет Господь и тому подобные вещи. И примеров подобных много на самом деле в нашей истории всего человечества. А фараон что сказал? А разве он не сказал: «Ана раббукумуль а'ля»? Это написано в Коране. И так продолжается борьба. Продолжается эта борьба, она вечная, непрестанная, нескончаемая борьба. И она будет продолжаться вплоть до судного дня. И посредством этой борьбы на самом деле происходит баланс, балансировка. Происходит гармония, о которой с точки зрения вселенской, с точки зрения глубочайшей, о которой говорит Всевышний в своей книге. В частности, он говорит, здесь в контексте притеснения язычниками первых мусульман. Но аят всегда имеет, Коран всегда имеет общий смысл. И я про общий смысл. «Аллазина ухриджу мин диярихим бигайри хак илля айякулу раббуна Аллах». Они были несправедливо изгнаны из своих жилищ только за то, что говорили: «Наш Господь Аллах». И далее, на чем я акцентирую сейчас ваше внимание, на чем прошу, чтобы вы задумались над этим. Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от других, то были бы разрушены кели, церкви, синагоги и мечети, в которых премного поминают имя Аллаха. Аллах непременно помогает тому, кому помогает, кто помогает ему. Воистину Аллах всесильный, могущественный. Саади, комментируя этот аят, он говорит: джихад позволяет положить конец несправедливости и враждебности со стороны неверующих. Также он отмечает: из всего сказанного следует,
что целью джихада является не просто сражение с неверующим, а противостояние агрессорам и бесчинствующим противникам. Также Всевышний в другом аяте говорит. Он говорит, «Фагазамухум биизнилля». Тут контекст, история Давуда, алейхиссалям, Давида и Джалута. Они разгромили их по воле Аллаха. Давуд убил Джалута, Голиафа. И Аллах даровал ему царство и мудрость, и научил его тому, чему пожелал. Но айбара би'амум лаф, то, что я говорил, мы черпаем смыслы из Корана, общие смыслы, которые распространяются на все времена. И далее Аллах говорит, если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других, то земля бы пришла в расстройство из-за людей самих же, из-за их алчности, зависти, желания насытиться властью, как это происходит сейчас. Рашизм то, что пытается сделать. Однако Аллах милостив к мирам. Благодаря этому балансу на самом деле Всевышний сохраняет эту землю от полного расстройства, от полного уничтожения. Теперь, дорогие братья, после такого долгого вступления я хотел бы сместить акцент вашего внимания на вопрос, кто же побеждает в войне? Кто побеждает в войне? Кто побеждает в этом противостоянии? Если сказать, побеждают мусульмане, верующие, то это не будет соответствовать действительности. Потому что много примеров на самом деле знаем, когда мусульмане терпели поражение. Много. Да, есть яркие примеры победы мусульман. И все, когда говорят об исламе, всегда любят их вспоминать. Но есть и поражения. Есть они. Также мы знаем, что идеология марксизма, безбожия, атеизма, коммунизма, как она распространилась через красный террор на всей этой географии, в том числе здесь, где мы с вами сейчас живем, находимся. Это все к размышлению, к нашему размышлению. Так кто же побеждает? О, верующие. Кто побеждает, братья? Однозначно побеждает всегда правда, истина, справедливость. Ибо Господь, который создал все, Он есть истина, истинный хак. Он есть справедливый, адиль. И тот, кто несет этот свет, свет правды, свет истины, свет справедливости, тот и побеждает. Где это доминирует, тот и побеждает. И на эту сущность, на эту суть указывает сам Аллах, субхану тааля. В частности, Аллах говорит, «Инна ланансуру русулана валлавина аману фил хаяти дуня ва йома якумул ашхад». Воистину мы окажем помощь нашим посланникам и верующим в мирской жизни и в тот день, когда предстанут свидетели. В этой жизни уже Аллах говорит об этом. Более того, Всевышний называет это своим долгом. Он определяет это своим долгом. Он говорит, «Валакад арсальна мин каблика русулян иля каумихим». Мы уже отправляли до тебя посланников к их народу, и они приносили им ясные знамения. И нашим долгом было помогать верующим. Однако, когда нет рядов, в которых концентрация борцов за эту правду, нету этих рядов. Истину и справедливость, то есть когда нет доминации в рядах, да, которые несут это. Что происходит? Происходит то, что описано в следующем аяте, который я сейчас процитирую. Вот что происходит. Происходит то, что Аллах субхану тааля говорит, мы чередуем дни счастья и несчастья для людей. Вот что происходит. И поэтому один из величайших ученых ислама, которого прозвали шейхуль ислам, он что сказал? Он сказал, فَإِنَّ النَّاسِ لَمْ يَتَنَازَعُوا فِي أَنَّ عَاقِبَةَ الظُّلْمِ وَخِيمَةً وَعَاقِبَةُ الْعَدْلِ كَرِيمَةً وَلِهَذَا يُرْوَى. И поэтому передают,
То есть это сообщение слабое. Это не хадис, ничто, но это слова ученого. И он говорит: Аллаху янсуру дауля аль-адиля ва ин канат кафира. Аллах дарует победу стране, в которой куфур, неверующий, если она справедливая. Валя янсуру дауля залима. И не дарует победу, не помогает стране, залим, в которой тирания. Ва ин канат му'мина. Даже если она верующая. Это слова шейху ислама Ибн Таймии, рахимахуллах. И поэтому в условиях этой войны, которую сегодня развязала Россия, крайне важно, чтобы Украина, украинцы, на чьей стороне изначально правда истина, поскольку мы защищаем свою землю, свое имущество, свою честь. Важно, чтобы изменялось все в лучшую сторону, в сторону правды, справедливости. Изменялась система. Изменялись люди, искоренялась коррупция, которая начинается на самом деле отсюда, с менталитета людей. Не было воровства и кражи. Устранялись должностей лицемеры, предатели, которых сплошь и рядом здесь вокруг. И вы наверняка это отслеживаете, читаете, слышите. Поэтому, в принципе, я об этом сейчас говорю. Так как благодаря этому будет дарована поддержка свыше. Благодаря этому, от него. Да, сегодня украинцы радуются. Абрамсы придут, леопарды придут, то придет, это придет. Но на самом-то деле, любая поддержка в этом мире для угнетенных и притесненных, коими оказались украинцы, коими оказались крымские татары в 2014 году, с которого началась эта война. Она-то приходит от него. Мы-то должны это понимать. Мы должны это понимать. И если бы не были мы на его стороне, если бы правда, истина не была бы на нашей стороне, да Киев бы не удержался, Киев бы захватили. Все бы закончилось, как говорил некто. Но оно же не закончилось. Так вот, нам необходимо быть еще больше на его стороне, на стороне Всевышнего. Стремиться к правде, истине, справедливости на всех уровнях. Ведь это приблизит нашу победу, победу бойцов, тех, кто на фронте, сохранит жизни на самом-то деле. И поэтому в этом же контексте, если мы говорим про освобождение Крыма, про крымских татар, мусульман, важно, чтобы они стремились быть вместе бок о бок, плечо в плечо, а не рассредоточены в разных частях, дивизиях, батальонах и тому подобное, где сложно сохранять светоч веры, сложно придерживаться этих принципов, про которых мы говорим. Важно, чтобы они были вместе. Важно, чтобы они друг друга поддерживали. Важно, чтобы они не забывали про то, где они, и что в любой момент могут расстаться с жизнью, самым ценным, что не есть. Да, они вышли на этот путь. Пусть Всевышний примет их намерения. Но наша обязанность напоминать о том, о чем я сейчас напоминаю. Иными словами, дорогие братья, в этом мире, когда идут ожесточенные войны, в которых каждая из сторон оправдывает свои действия высокими мотивами, формулируя это в свою некую идеологию, да, как это происходит сейчас, надо понимать и осознавать, что всегда будет побеждать тот, чьи убеждения, намерения, помыслы, они на стороне правды, истины и справедливости. И далеко не надо идти. Мы это видим сегодня и, иншаллах, увидим в будущем. И насколько каждая из сторон будет вовлекаться, погружаться в ложь, лицемерие, несправедливость, бесчинство на уровне внешней политики, внутренней политики, обобщая, имеется в виду в стране, за пределами страны.
настолько она и будет проигрывать, терпеть крах, терять территории, будут умирать люди, будет голод, будет нищета, будут бедствия и так далее. И насколько она будет отстаивать истину, правду, справедливость на всех уровнях. Уровне политикума, правителей, обычных граждан, людей, поскольку коррупция, как я сказал, отсюда начинается. Настолько и будет побеждать, одерживать верх и процветать эта страна, это общество. Поистине в день джума, братья, есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает мольбы. Я прошу Всевышнего, чтобы мы застали этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восхваляем. Лишь Его молим о помощи и прощении. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не ведет в заблуждение. А кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. И я свидетельствую, что нет Бога, кроме одного, единственного Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. О верующий! Итак, мы говорили о непрестанной борьбе правды и лжи, противостоянии справедливости и тирании. О том, что Всевышний, безусловно, всегда на стороне правды, истины, поскольку Он и есть истина. Поскольку именно ради этого, на самом-то деле, ради этого, а великой истиной является ля иляха илля-Аллах, направлялись пророки и посланники каждому народу, которых было, как упоминается в хадисе, кстати, достоверном, может, многие не знают, 124 тысячи. 124 тысячи было пророков и посланников. Последним из которых стал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. О чем говорит Всевышний: «Валакад баасна фи кулли умматин расуля». Каждому народу мы отправляли послание. В частности, про пророка Мухаммада, мир ему, где Аллах говорит: «Вама арсальнака илля кафатан линнаси башира ва надира, валакинна аксара наси ла я'ламун». И мы отправили тебя лишь ко всем людям. Мы отправили тебя ко всем людям, исключительно ко всему человечеству. Башира, дарующим благую весть. Ва надиран, и увещевающим. Именно из-за этой правды, истины, Негус, абиссинский христианский правитель, дал приют убежища. И все вы знаете наверняка эту историю. И не выдал мекканцам, язычникам, их соплеменников, когда они бежали к нему. Именно по этой причине пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал им уйти туда, когда притеснения в Мекке достигли своего апогея. Он сказал: поистине там справедливый правитель. Ему достаточно было, Негусу достаточно было услышать несколько аятов из суры Мария, когда он попросил Джафара ибн Абу Талиба, который зачитал ему эти аяты. И он после этого поклялся Всевышним и сказал, что поистине это все из одного источника. Все это из одного источника, он не выдал их. Именно поэтому мусульмане были готовы поддержать его, когда в стране, имеется в виду в Абиссинии, назрел бунт и хотели его свергнуть. Мусульмане готовы были взять оружие и поддержать его. Именно поэтому покорность Богу, в широком смысле этого слова, то есть ислам является тем, что всегда будет превыше, что всегда будет доминировать. Инналь исляма я'лю ва ла ю'ля алей. Что есть хадис, что есть шариатским правилом. Именно поэтому пророк мир ему сказал, есть разные риваяты этого хадиса, версии. Ла язалю мин уммати умматун каиматун би амрилла. В моей умме непрестанно будет такая группа людей, которая будет отстаивать повеление Аллаха, будет следовать повелению Аллаха. Ла ядурруху ман хадалахум. Им не навредит тот, кто предаст их. Имеется в виду ближайшие. А таких очень часто много бывает. Именно ближайшие предают. Аль-хазлу мин аль-карибин.
وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ. И те, кто им противостоит. «Хатта я'тияхум амруллах». До тех пор, пока не придет к ним их повеление Аллаха. Повеление Аллаха, говорят, ветер, который заберет души верующих. То есть вплоть до судного дня. Будут такие люди, которые будут отстаивать, призывать к правде, истине, справедливости, отстаивать ля иляха илля. И многое, как я упомянул, много различных риваятов. Именно такие люди, описанные в данном хадисе, являются на самом деле сущностью победы, ядром победы в противостоянии, про которое я сейчас говорю. Кто эти люди? Кто они? Признаки этих людей. Аннахум аля хак. Они следуют истине, правде. А значит, следуют религии, вере. Это все вытекает, и это все уточняется последующими риваятами. Что следует повелению Аллаха. Что это означает? Это означает, что они отличаются от других людей. Потому что пророк сам сказал таифа, то есть это не все мусульмане, это отдельная группа мусульман. Чем они отличаются? Они отличаются тем, что они несут свет, про который я говорю, правды, истины, справедливости. Тамайезу би амри да'вати илля Аллах. Они отличились тем, что они несут свет, являются светочем, проводником. Аннаха захира иля киями саа. То, что она будет видна, либо она будет всегда побеждать. На самом деле и этот смысл вложен в это слово захир. То есть их будет видно всегда. И даже если они будут умирать, они на самом деле будут одерживать победу. И это всегда происходило в истории так. Монголы пришли, сожгли многие города мусульман. Но большая часть из них потом приняла ислам. И эта Золотая Орда распалась. И так всегда. Аннаха сабира мусабира. Что эта группа людей всегда проявляет терпение и стойкость. Кто они? Что это за группа людей? Я обещал рассказать об этой группе людей. Я сдерживаю свои обещания. Потому что многие мусульмане неправильно понимают этот хадис. Неправильно понимают его. Кто они? Смотрите, что ученые сказали об этом. Вообще имам аль-Бухари сказал, что это ахлюль ильм. Что здесь имеется в виду в том числе и ученый. Ученый. А имам Науи что сказал по этому поводу? وَيُحْتَمَلُ إِنَّ هَذِي طَائِفَةٌ مُفَرَّقَ بَيْنَ أَنْوَاعِ الْمُؤْمِنِينَ. И Аллаху алям, это такое более взвешенное, правильное объяснение. И возможно имеется в виду, что эта группа, она разная. Разная, из разных верующих. Минхум шуджаан мукатилин. То есть в эту группу относятся храбрые, те, которые сражаются. Ва минхум фукаха. И к ним относятся те, кто несут знания, обладатели знания, ученые. Ва минхум мухаддисун. Среди них есть знатоки хадисов. Ва минхум зухад. И к ним же относятся аскеты, те, кто углубился в свое духовное очищение. وَآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Те, кто призывает к добру и порицает зло. وَمِنْهُمْ أَنْوَاءُ أُخْرَى مِنَ الْخَيْرِ. И так далее, и так далее. Или, как сказал Ибн Хаджар аль-Аскаляни, рахимахуллах, объясняя, кто они. Он сказал, وَلَا يَنْزَمُ أَنْ يَكُونُ مُجْتَمِعِينَ. И вовсе не обязательно, чтобы эта группа была сосредоточена в одном месте, в одном городе, в одной стране. Фи баладин вахид баль яджузу иджтима'ахум фи Катар. Может быть, да, что они в одной местности. Ва втиракухум фи Актар. А может быть так, что они разбросаны по всей земле. И поэтому я говорю, когда есть концентрация, тогда есть доминация. То, о чем я говорю. Именно, безусловно, именно такими людьми сегодня являются наши братья. Наши братья, которые вышли на путь борьбы. На путь борьбы против рашизма.
и готовы отдавать свои жизни, и отдают свои жизни на этом пути. И пусть Аллах примет их шахаду. Именно они остаются даже после смерти живыми, по свидетельству Аллаха Субхану ва Тааля. Они остаются живым примером для всех нас остальных, в котором мы нуждаемся. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإني داع فأمن